So wonderful. God confirms His word, Так это прекрасно, потому что Бог всегда подтверждает свое слово. study His word, and see that He's a God of compassion Это так who прекрасно. heals and restores. Сначала исследовать Его Слово, в Слове видеть, что это Бог восстанавливающий, это Бог сострадающий и милосердный. We accept it, take little steps of faith, and then He comes and confirms His И мы word. принимаем это, мы делаем какие-то маленькие шаги веры, а потом Он приходит и подтверждает свое Слово, что оно истина. And I want to encourage some, if you have this deep desire in your heart to be touched by the love of the Father, but you haven't sensed anything in this time of worship where the Spirit was flowing. И я хочу особенно сейчас вдохновить тех людей, которые видели, как, например, Дух Божий пришел, и Он действует, но вы не могли пережить какое-то прикосновение Отца, но вы очень хотите. This does not mean that you are excluded. Это вовсе не означает, что Бог вам не рад, и вы где-то там God is за passing забором. by you and neglecting you. Что Бог проходит просто мимо вас, и Он пренебрегает вами. It's simply a sign that still needs some more preparation in your heart. Знаете, это всего лишь знак того, что какое-то еще приготовление Богу нужно сделать в вашем сердце, или вам его нужно сделать. The Bible says we have hardened our heart by all the sins we committed. Писание нам очень ясно говорит, что люди ожесточают свое сердце грехами, которые они делают. With a hardened heart, we are not able to receive the love, not love from people and not love from God. И жестокосердным сердцем мы не способны принимать любовь, которая течет на нас от Бога или от окружающих людей. But a hardened heart does not leave God helpless. Но при этом даже наше ожесточенное сердце не оставляет Бога беспомощным. He comes and He softens our heart. Но Он приходит, и Он смягчает наши сердца. Our heart is softened. И когда наши сердца And мягки, we listen and begin to obey and take little steps и of когда мы obedience. слушаем, когда мы принимаем это верой и начинаем делать какие-то небольшие даже шаги послушания. And I want to talk about a very important step that we can take to soften our heart. И, кстати говоря, о шагах, которые нам нужно сделать для того, чтобы наше сердце снова стало мягким. And I want to talk about the root of bitterness Сегодня как раз я хотел затронуть эту тему и поговорить с вами о and корне God's горечи solution, forgiveness. и о Божьем лекарстве для горечи. Это прощение. I mean, all Christians know they should forgive, Все христиане однозначно знают, что они должны прощать. but sometimes they just don't know how to do it. Но иногда люди точно не понимают, как им это сделать. And some people have this deep conviction in their heart, I cannot forgive. И есть люди, которые глубоко в своем сердце убеждены, что они не могут простить того или иного What I человека. went through is just too terrible, too painful. Когда люди, знаете, они говорят так: то, что я пережил, это And I ужасно know I больно, should, but I cannot. это ужасное что-то такое. И да, я понимаю, что нужно прощать, но я не могу. And I want to encourage you. И я хочу вдохновить вас. Believe God, believe His word. Верьте Богу, верьте в Слово Божие. You understand that all His commandments are promises. Понимаем ли мы, что Божьи заповеди все всегда содержат в себе еще и обетование? When He commands us to forgive, Когда Бог повелевает нам простить, it also includes, I will give you the grace to do it. эта заповедь, в нее встроена и благодать, чтобы мы могли это сделать. Когда Бог говорит: я помогу тебе это сделать. Walking with God means we open our heart and we allow Him to work in our heart. Потому что что такое ходить с Богом? Это фактически открывать Ему свое сердце и позволять Ему там производить свою Can we работу. quickly go to Hebrews 13, please? Давайте с вами откроем Евреям 13 главу. And there we see wonderful blessing of the new covenant. Здесь снова мы возвращаемся к этому удивительному благословению, которое включает в себя Новый Завет. Verse 20, 21, we see what a great benefit and blessing this is to know God and to be with Him and to be His child. He 20. started a work in us. Please read 20 and 21. Да, это Евреям 13 глава, 20-21 стих, в которых мы видим какое-то огромное благословение. То, что Бог нашел нас, и то, что Бог совершает в нас свой труд. Пусть Бог, новый русский перевод, источник мира, который благодаря крови, скрепляющий вечный завет, воскресил из мертвых Господа нашего Иисуса, великого пастыря своих овец, укрепит вас на добро для исполнения Его воли. И пусть через Иисуса Христа Он совершает в нас то, что угодно Ему. Иисусу Христу да будет слава во веки веков.
Аминь. Walking with Jesus, believing in Jesus is so much more than having a book and we believe this is the truth and we have to read it and then we do it. Хождение с Богом, жизнь с Иисусом – это нечто гораздо большее, чем просто вот у меня есть замечательная книга, в этой книге прописаны все необходимые вещи, и я просто живу и исполняю это. No, we have the God of this book. Знаете ли, что у нас еще есть и Бог этой And книги? He's not far away behind the last galaxy. И это не такой Бог далекий, который живет где-то вон там, за пределами всех He's галактик. right here. Это Бог, который с And if you're a нами. child of God, born of the Spirit, He is in you. Каждый человек, который является детем Божьим, рожденным от Духа, в нем обитает сам Бог. And what's He doing all day long in you? И вопрос всегда такой, а чем он там занимается внутри нас? Working. Он трудится, он working in совершает свой you. труд внутри нас. And what does He work for? И что он производит своей вот этой работой? This is what the text says. В 21 стихе об этом как раз He и works in говорит. you everything that is well-pleasing unto Him. Он говорит, он совершает в нас то, что угодно This ему. is how you become an obedient child of God. Так мы становимся послушными Have детьми you ever Божьими. trusted God for that miracle? Вы To get an когда-нибудь obedient heart? Вы когда-нибудь доверяли Богу, что Он может сделать вас это чудо? Он может произвести в нас послушное сердце. I remember the early years before I had a revelation about the new covenant. I came to God and said, I know my problem is rebellion. I'm not obedient. Я If I понимаю. only were obedient. Да, я просто вспоминаю, как это было со мной. Я когда-то пришел к Богу и говорю: Бог, я понимаю, в чем моя проблема. Я понимаю, что у меня есть гигантский бунт. Я просто непослушный человек. Вот такой я. I know all the doors to the blessings will be open when I become obedient. И я ему говорил, Бог, я понимаю, что как только я научусь послушанию, все двери благословения откроются в моей жизни. And I saw so much disobedience, so much rebellion in me Да, as a а в Christian. себе я замечал постоянное непослушание и бунт внутренний. And my desire was, my prayer, if I only can be obedient. Да, и мое желание, моя молитва была такая. Я говорил: Бог, вот бы мне стать послушным. In those early days, I didn't understand the new covenant. Да, и в те ранние годы своего христианства я не понимал сущности Нового Завета. Not a God that gives me heavy commandments that I cannot fulfill. Знаете, это все не про Бога, который налагает на нас какие-то тяжелые заповеди, которые в реальности я и не могу исполнить. But He Himself helps me and He works in me. Но Он сам помогает мне, Он сам совершает внутри меня необходимый труд, And He creates in me new desires. производя во мне новые желания. Then it comes to the point where I want to be obedient with all my heart. Когда это приходит к такому плоду в моей жизни, что я просто имею послушное And I know it's сердце. a miracle. И я знаю, что это настоящее чудо. And I thank Him for it. И за это чудо я его It's not because благодарю. I'm strong and I can do it. Это все не упирается в то, что я такой сильный, я сейчас все сам своими силами That сделаю. would be terrible pride. Какая ужасная гордость в этом во No, it's всем, just честно. grace. Но внутри нас все Undeserved совершает help, Его supernatural благодать. help from God. He is working in me. Это незаслуженное Божье вспоможение, Pleasing unto Him. которое сверхъестественно производит внутри нас. Но- То, тут написано, что угодно Богу. And all we have to do is to trust Him И в реальности мы это to тоже give our heart to Him. должны доверить Ему. Мы вообще должны доверять And Ему и отдавать believe свое Him. сердце. И верить, that He is doing His work что in Он us. производит свой every труд day. внутри нас каждый день. And even if we don't see it, we don't feel it, we just Даже thank если Him я for it. не ощущаю, даже если я не замечаю, мы просто благодарим Его за это. Because that is what faith is. Потому что это и есть вера. Convinced of things that you don't see. Когда я имею внутреннюю уверенность в том, чего я еще не вижу, что оно Just уже есть. trusting His word. Просто уповая на Его Слово. Let's go to Hebrews 12, please. Евреям 12:15. «Чтобы никто из вас не был лишен благодати Божьей, и чтобы никто не причинил бы вам вреда, подобно горькому корню, который пророс среди вас, и чтобы им не осквернились многие». This is a strong warning Это довольно сильное предупреждение. and it's encouragement И to одновременно make sure that we receive all the grace. и ободрение для того, чтобы каждый из нас не был лишен благодати, но чтобы мы имели And that is the grace. благодать в полноте. That you have been forgiven, you are set free. God is not accusing you of anything. Знаете, и это вот та самая благодать, что ты лично был прощен, и not- Бог тебя уже ни в чем не обвиняет. He's not bringing up your past. Он не достает прошлое откуда-то из пучин. You have been totally forgiven.
Ты был абсолютно прощен. And never again in heaven anyone will remember your sins. И And will никто talk about никогда на небесах не вспомнит твой грех и не будет его обсуждать. it. No one will ever talk about it. Никто не будет это даже поднимать, этот вопрос как-то. It's gone, Потому что это исчезло. solved by the blood of the Lord Кровь Jesus. Иисуса разъела и превратила в ничто твой грех. And then we are encouraged to have the same grace to other people И that we have received from God. Бог побуждает нас проявлять точно такую же благодать по отношению к людям, которые приняли Христа. Because when we don't do it, there's a great danger. Потому что если мы не будем этого делать, в When этом we not pass on the grace of God to others есть огромная who have опасность. mistreated us, Если мы не передаем благодать тем людям, которые злоупотребляли нами, ту самую благодать, которую мы приняли от Бога, we will have the greatest damage from that. то тогда мы сами, удерживая эту благодать, будем иметь самый большой урон we will внутри suffer. себя. И будем страдать от этого. And there's a chance that a root of bitterness is rising up on the inside. И возникает тогда такая опасность, что корень горечи вырастает внутри человека. And this root of bitterness has the effect that it stops the flow of the love of God in your heart. И знаете, что производит, например, корень горечи? Он блокирует течение Божьей любви в нашем сердце. It doesn't mean that God stops loving Это you. не означает, что Бог, даже если я имею такой корень, But you перестает меня bring любить. yourself in a position where you cannot receive it anymore. Но мы сами ставим себя в такое положение, когда мы не в состоянии эту любовь принимать. And then this root of bitterness will destroy our relationships. И этот корень горечи, вне всяких сомнений, начинает разрушать наши отношения с And другими there's a людьми. chance that parts or even the whole church can be defiled by this. И, к сожалению, такая опасность тоже существует, что либо вся Because- церковь, либо часть церкви может оскверниться. Out of this root comes words of accusation, Потому что of из anger этого корня вытекают слова гнева, обвинений, or suspicion. всякой подозрительности. Just the other days before I came here was a situation in the church where certain people suddenly started to accuse the leaders. They do their own thing. They are not obedient to God, and therefore we have sick people among us. Интересно, что прямо перед приездом сюда я столкнулся с одной ситуацией в одной из немецких церквей, когда люди где-то сами по себе внутри стали собираться в кучу и обвинять служителей церкви, что они делают что-то не то, они не ищут Бога, именно поэтому в собрании есть больные люди. And I had to intervene, И мне пришлось and I вмешаться, had to stop this. и мне I пришлось это останавливать. If you don't have clear proof what the leadership is doing wrong, then shut up your mouth. И говорить им, если у вас нет точного доказательства, удостоверения 2 или 3 о том, что служители делают что-то не то, просто молчите. You only have this revelation, this impression. У вас некое not откровение, obedient. некое впечатление, что служители церкви там, непокорны Богу. But I tell you, it's not a revelation of the Holy Spirit. It's a spirit of suspicion out of your wounds. И мне пришлось вмешаться и сказать, это никакое не откровение от Духа Божьего, это откровение в кавычках, которое вытекло в виде подозрительности, которая сидит на ваших же собственных внутренних ранах. When people feel wounded Когда люди чувствуют and they себя don't receive the израненными, grace of healing and И they они- don't give the grace of forgiveness, не принимают благодать своего внутреннего исцеления и благодать прощения тем, кто их ранил, they can become dangerous to a whole church. такие люди становятся реально опасными для всей церкви. And God warns us. И Бог предупреждает нас здесь. So let us think about this need, this grace that we have received to pass it on to everyone else Поэтому that давайте has hurt us. думать об этом именно с такой точки зрения. Друзья, нам всем была дана благодать, которую Бог призывает нас не удерживать, а давать людям вокруг нас. And we should understand how we do it in a very practical way. И важно понимать, как практически нам это сделать. Let's look at Romans 12, please. Давайте с вами посмотрим на Римлянам 12 главу. And we read verse 19 to 21. Римлянам 12, 19, 21. «Друзья мои, не мстите за себя. Лучше оставьте место для гнева Божьего. Ведь Господь говорит в Писании, предоставьте месть мне, я воздам. Напротив, если враг твой голоден, накорми его. Если он хочет пить, дай ему напиться. Поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Here we have a clear commandment. Здесь Do мы not avenge yourself.
видим совершенно отчетливое повеление. Бог говорит, не надо за себя мстить When никому. we have been mistreated, Когда кто-то с нами плохо when we have поступил, been wounded, когда какой-то человек the нанес нам first рану, normal reaction is we want to make it right. первая человеческая реакция всегда «я хочу We will посчитаться с fight. этим We want человеком». to see the person that did this to us Я хочу punished. поквитаться, я хочу увидеть, как мой обидчик точно так же переживает какое-то наказание за то, что он This is сделал. the first natural reaction. Это наша первая естественная человеческая реакция. And it's good that we have a sense for righteousness and that we feel this is unjust. И с одной стороны, хорошо, что у нас у всех есть это чувство справедливости, когда мы понимаем, что какие-то вещи происходят реально But it несправедливо. doesn't help that you say, I take the things in my own hand and I will solve the solution. Но It's Бог a нам problem. здесь ясно говорит, что это никогда не станет решением проблемы, если я все заберу в свои руки и постараюсь отомстить и воздать людям даже за реальную несправедливость сам. Instead of avenging yourself, give place unto God's wrath. Здесь написано, вместо того, чтобы мстить, предоставьте место для Божьего гнева. This is a very important thing when we got hurt to understand God is a God of righteousness. Когда мы переживаем какую-то обиду от какого-то человека, нам важно понимать, что наш Бог – это Бог праведный. And He does not agree with what has happened to you. И Он вовсе не согласен с тем, что, например, произошло несправедливо в He вашей cares жизни. about the situation Его по-настоящему заботит and He wants to ситуация. make it right. И Он все равно хочет это исправить. And He will do it И сделает это, if you allow Him to do it. если вы But позволите Ему if you это take сделать. this thing in your own hand Но если вы месть берете в свои and собственные руки you grab this person by the collar, и хватаете этого человека за горло, this is what the Bible says what we do when we don't forgive. более того, Писание и говорит, что мы так и делаем, когда мы can не прощаем show какого-то you later человека, in the text. мы хватаем его за грудки, фактически. When God started to talk to me about unforgiveness, I saw myself with a person that hurt me very much, and I grabbed her by the collar and said, "You pay me for this." Знаете, когда Бог начал мне говорить на тему прощения, я увидел такое видение себя самого. Я стоял рядом со своим обидчиком, я хватал его за грудки, и я ему говорил, ты мне за все заплатишь. And then later I saw it in the text. И потом я позднее увидел это в тексте. Unforgiving means I grab the person by the collar, I shake him, and I say, "You." Не прощать человека – это сродни тому, чтобы хватать человека за грудки, его трясти и говорить, ты мне за I все will ответишь. make you bow down and cry for mercy. Я тебя заставлю склониться, я тебя заставлю умолять меня о This is милости. what we do in the Spirit. Это то, что мы фактически делаем в духе, когда мы не прощаем. We need to believe that God is a God of righteousness. Итак, мы говорим с вами о том, что Бог, которому And мы he служим, will take это care Бог of this. праведный. И Он позаботится обо всем. At His time. Он воздаст каждому в So свое время. this whole thing of forgiveness is a thing of trusting God. Is the God of the Bible really working with me and in my life? Знаете, и фактически вопрос, как ни странно, прощения во многом имеет отношение к теме доверия. Доверяю ли я на самом деле, что Бог действует в моей жизни, и Он производит разные действия? And there are only two possibilities. Either you take this situation into your hand and you want to solve it, Да, or и you leave it to God. There's nothing in between. опции есть только две. Либо я в свои руки беру отмщение, и я хочу призвать человека к ответу своими силами, либо это Бог сделает. God will not intervene on your behalf if you take this thing in your own hands and you demand justice. Никакой третьей опции нет. И Бог тогда не станет брать вопросы в свои руки, если я их беру в свои и требую своей человеческой So справедливости. this is a great revelation about God's nature. He is a God of justice and He will take care of this situation. И нам в прощении важно, во-первых, понимать эту истину, что Бог наш – это Бог справедливый, и Он обязательно позаботится о разных вещах и о воздаянии в свое время. It literally says, we give place to the wrath of God. Знаете, Wrath of это God. фактически очень хорошее выражение, понятное. Мы даем место для гнева Божьего, And предоставляем. this idea about God helps you very much when you get hurt and mistreated. И это понимание Бога во многом нам помогает, когда кто-то нас обижает. God gets angry about this situation. Когда кто-то нами злоупотребляет, Бог злится в He такой cares момент. for you. When you are mistreated, He's on your side. Он испытывает гнев, он видит какую-то несправедливость, и он на нашей стороне. But sometimes we don't make it people easy in this process of forgiveness. They come, they share their wound, and we say, oh, you must forgive. Не всегда это вот так помогает, когда кто-то приходит к нам и рассказывает о своих глубоких болях, о своих каких-то глубоких обидах, и мы просто рукой машем и говорим, да прости ты и все.
Of course they should forgive. Конечно, они должны But простить. Кто first they спорит? need to see a God of righteousness who's on their side. Но, во-первых, этим людям важно увидеть Бога праведного, который находится на нашей стороне. We prepare the way for forgiveness when they understand God will deal with the situation. И в реальности мы помогаем людям простить, когда мы сначала показываем им, что Бог стоит на нашей стороне, Он не поощряет какие-то злоупотребления, и Он готов вмешаться. And it's not so difficult to believe that He has a better solution than ourselves. И в реальности нам не так уж сложно поверить, что у Бога суды и Его решения гораздо более адекватные, чем наши собственные. So we can ask, what do you want? Поэтому мы можем спросить у человека с обидой, что ты хочешь? I want to solve this problem. Друг говорит, я хочу, чтобы эта проблема решилась, чтобы как-то была справедливость восстановлена. I want that this situation is solved. Я хочу восстановления справедливости. Okay? Хорошо. No one can do it better than God. Leave it into God's hand. Никто этого не сможет сделать лучше, чем сам Бог. When we say to people, yeah, you need to forgive, they have the feeling, okay, I forgive them, so they are free, and I'm still here with my pain. This is unfair. Знаете, очень часто, когда мы просто вот так говорим людям без каких-то пояснений, тебе надо простить, у людей возникает лживое ощущение, что когда они прощают и отпускают какого-то человека, человек уйдет безнаказанным, а они будут сидеть здесь в своей боли и со своим уроном. Forgiveness means we set free. Простить — это значит There's освободить. two things we do in forgiveness. Кстати, в прощении мы делаем две We вещи. let the guilt go, Мы отпускаем вину, and we set the person free. и мы освобождаем человека. And if you don't, or if this wounded person does not see a God of justice, then he says, this is totally unfair. И I разумеется, let it go, he's free, and here I am with all the pain. человек, который не видит Бога праведного и Бога справедливого, сидит с этим чувством несправедливости, что окей, я с него всю вину снимаю, я этого человека отпускаю, и он уходит у меня на глазах, а я встрял со своей болью. So we need to show the God of justice who's on your side when you're wounded. Итак, это чрезвычайно важно, чтобы мы видели и могли показать другим Бога праведного, который в каких-то вещах несправедливости встает на нашу And сторону. we make a decision. We И мы- give this situation over into God's hands. И мы в такой момент тогда принимаем решение, что всю эту ситуацию я просто отдаю ее в руки Божьи. German word forgiving or forgiveness, the first syllable is away, fair. Сейчас мы будем вникать в этимологию немецкого слова «прощение». Там первый слог этого слова переводится как «подальше». A good definition of forgiveness is you give away your right, your demand for justice and Фактически- revenge. You give it away. Это очень прикольное слово, потому что оно фактически имеет такое значение. Ты куда-то в другое место отдаешь право отомстить. This is a very powerful idea. И это, кстати, очень чудесная Sometimes we say I forgive, мысль. but we don't know what we mean and what Знаете, it means. люди часто говорят «я прощаю», но они не совсем отдают себе отчет, что это они делают. And we can be such hypocrites. We can even, with the voice of anger, we say, okay, I forgive you. Знаете, мы можем быть такими ужасными лицемерами, мы можем совершенно злобным голосом говорить «да прощаю». This surely is not true forgiveness. И такого рода I прощение think не we all understand настоящее. that. Let's turn to Matthew 18, please. Давайте откроем теперь Матфея 18 главу. And here Jesus is teaching about this wonderful subject. Здесь Иисус говорит на эту очень замечательную Matthew тему. 18, please. Матфея 18 глава. And here he tells a story to his disciples to explain what it's all about, forgiveness. Здесь он объясняет своим ученикам различные моменты, касающиеся прощения. And we don't have to turn to it, but even before that, he taught the disciples the importance of forgiveness. He says in Matthew 6:14, if you don't forgive other people, God will not forgive you. И мы сейчас не будем открывать это место Писания, но запишите себе Матфея 6:14, где Иисус уже говорил тогда о прощении, и Он предупреждает и говорит, если вы не простите людям их прегрешения, то и Отец We can Небесный protest не and простит say- вам ваше. Вы можете протестовать сколько хотите. We can protest and say, oh no, God is a loving, forgiving God. He forgives every time when I ask him. И говорить, это неправда, Бог любящий и прощающий. Каждый раз, когда я прошу прощения, Он прощает. Well, please don't take one scripture and ignore something else Да, но which нам adds to it. очень важно не игнорировать какие-то моменты, потому что мы не можем извращать Писание, игнорируя вторую сторону вопроса. Yes, every time when we sin and repent, God forgives. Да, Hallelujah. каждый раз, когда мы грешим и когда мы просим прощения, Бог прощает нас. With one exception. За одним When единственным we do исключением. not forgive others. Когда мы отказываемся простить других людей.
then he will not forgive us. Тогда Он предупреждает нас. Это и есть исключение, я не буду It's тогда a тебя тоже прощать. fundamental truth about forgiveness. И это очень фундаментальная истина, касающаяся So now прощения. let's look at this story that Jesus is telling. Давайте с вами почитаем эту историю, которую здесь рассказывает Иисус. And it was the answer of this question of Peter, how many times should I forgive my brother? И интересно, что это было сказано в качестве ответа на вопрос Петра, а сколько раз нужно прощать своего брата, если тот согрешает. Это у нас 21 стих. Матфея 18, Brother 21. that is sinning against me. Подошел Петр и спрашивает у Иисуса, сколько раз? And Peter thought he was very generous and he said, even 7 times? Да, и, наверное, Петр подошел такой, думая, вот я крут, это довольно щедро с моей стороны. Он уточняет, 7 раз? Jesus said, no, 70 times 7. Нет, он сказал, не 7, а 70 раз по 7. That means unending. Что фактически можно перевести как бесконечно. There's never a point when a person is sinning to us where we can say, I've forgiven you so many times and that's it. No Другими more. словами, никогда не может наступить такой момент в нашей жизни, когда какой-то человек просил у нас прощения, и мы такие, окей, ты уже слишком много, ты уже все, весь лимит исчерпал, теперь я тебя прощать не буду. Такого that- не бывает. So there's a king and he has his servants and he tries to figure out how much they owe to him. 22 стих, мы понимаем, 23, что там он рассказывает историю о царе, который решил рассчитаться со своими слугами. And there was one servant that owed him a huge amount of money. И выяснилось, что один из его подданных имел гигантский просто долг. And this poor fellow couldn't pay it back. И этот человек попал в ситуацию, когда он не мог расплатиться с царем. So God, the king in this parable, he commanded him to be sold and his wife as slaves И мы and читаем, his как children and all he had. тогда царь повелел, чтобы этот человек был продан в рабство, его жена, его дети, все, что у него есть, пошло бы с молотка для уплаты долга. And this servant understood this is the end of my life. И этот слуга стоял и думал, ну все, конец всему пришел. He did the only thing that was possible. He И по- fell down and he said, have patience with me. Этот слуга смог сделать только единственное, что ему оставалось. Он упал, поклонился царю и стал говорить, дай мне еще немного времени, и я все выплачу. Just like, Lord, have mercy. Ну или фактически I do смилуйся, not deserve господин. it, but please. Я этого не out заслуживаю, of this thing. но, пожалуйста, помоги мне из этого выбраться. And here's a wonderful revelation about the heart of God. It says in the next verse 27, he was moved with compassion. И интересно, что в 27 стихе мы как раз находим такое откровение о сердце Отца, о сердце Бога, где написано, что царь пожалел или проявил милость к своему слуге. A bitter, judgmental spirit has very much to do with the wrong image of God. Кстати сказать, вот такой злобный, осуждающий дух непосредственно можно связать When you- с лживым представлением о Боге. When you see a God that is very critical and always looking for the faults in your life and always ready to punish you for that, Потому что если я вижу критически настроенного, злобного Бога, который выискивает какие-то проблемы во мне, вот прямо-таки сразу готовый меня за это наказывать, this is how you will treat people. то точно так же мы начинаем относиться к окружающим нас людям. But when you see a loving father with compassion, Но когда мы видим в нашей жизни любящего Отца, который полон милосердия, then over some time you will be changed into the same image. то тогда, встречаясь с Ним, мы будем меняться в тот же самый образ, мы будем становиться похожими на Него. And you will begin to have compassion for people. И вы начнете испытывать милосердие к людям, вы будете иметь способность к ним, Even их if they жалеть. themselves are responsible for the mess they are in. Даже если совершенно очевидно, что эти люди сами попали в ту ситуацию, в которую они попали благодаря собственным решениям. So he let him go. He forgave him the debt. You don't have to pay it back. You are free. И мы читаем с вами, что царь простил ему весь долг и отпустил его Two things. на свободу. Он сделал две вещи. He loosed him Он его and отпустил gave away the debt. и простил ему весь долг. Two things. Две вещи сделал царь Very в этой important. притче. Это важный момент. So that's the good part of the story. Но это, пожалуй, единственная Now хорошая comes the часть sad part истории. Теперь начинается and the грустная. very serious part. Знаете, и очень такая бодрящая After часть. being forgiven, this servant После того, как этот слуга met a обрел fellow servant, прощение, он встретил другого человека, and this guy owed him some money. который в свою очередь должен был ему какую-то But сумму. compared to his own debt that was just released, this was a
small amount. Но в реальности, в сравнении с тем, что он должен был царю, то, что ему задолжал его какой-то знакомый, just это had была копейки, это минимальная вещь. He just has been forgiven a huge amount of money. И представьте себе, этот человек вышел, и ему простили гигантский долг. Then he meets his fellow servant who owes him a little bit Потом compared to the huge amount. он встречает другого человека, который ему должен. Тот ему должен просто копейки в сравнении. Listen what the text says. И обратите внимание, He что... the English is very funny. He laid hands on him. When I read laying hands, then I think of people blessing people, laying hands on them. Ну, в английском переводе это звучит прикольно. Когда он его встретил, там написано, и он возложил на него руки. Харти говорит, обычно мы руки возлагаем, чтобы люди исцелялись, а тут он, в общем, по-русски сказать, схватил его. What does it say in Russian? In Russian it says he grabbed him and he started to choke him. Exactly. This is the right translation. В общем, He хорошенький grabbed him by the перевод. collar and choked him. And Он схватил его за the грудки. English word is a little bit misleading. Да, He- потому he что, laid чтобы hands on душить, him. обычно No. начинают душить, да. А там, в общем, по-английски он просто возложил на него руку. Both hands. Да, не так он на него руки возложил. Он его схватил за горло и начал душить. He says, "Pay me what you owe me. Pay it back." И начал требовать, верни сейчас же все, что ты мне должен. The fellow servant fell down at his feet. Должник пал And he ему в besought him, ноги saying, и стал "Have умолять. patience with me. I will pay it all back." Дай мне еще немного времени, я все выплачу. So the same situation that he just experienced a while В ago. общем-то, абсолютное повторение той ситуации, которая с ним уже случилась. Here, verse 30, makes it clear what bitterness is. He would not. No grace, no, not to you, because what you did, you don't deserve it. Но 30 стих говорит, но тот не захотел. Он не захотел оказать милость, он не захотел ждать, он ничего не захотел. So he had the idea it needs to be deserved, but it's a free gift. Он не захотел, он думал, что это нужно как-то заслужить. А это просто бесплатный подарок. Gift, but now he is demanding from this. Интересно, что этот Fellow человек servant. получил просто незаслуженную благодать, незаслуженный подарок, но теперь он не хочет это дать другому And has человеку. totally forgotten what has been given to him, free grace. Интересно, что этот человек абсолютно как будто бы позабыл то, что ему уже было дано, эту ничем не заслуженную благодать. So easy to forget. Друзья, What к чему God я это did to говорю? us. Знаете, мы очень легко все забываем, что Бог And делает it для would нас. be a healthy thing to remind ourselves again and again what I did in my former life was so bad, so terrible. И в определенном I смысле, deserve hell for that. если и вспоминать наше прошлое, то только для того, чтобы напомнить себе, что все, что мы делали, это было настолько ужасно, что каждый из нас заслуживал ада. This thought brings us back into reality. И эта мысль, она возвращает нас к определенной реальности. And this thought helps us to cherish, appreciate the grace of God. Такое воспоминание, оно помогает нам хранить сердце благодарным и ценить все то, что Бог сделал для нас. Again and again. Пожалуйста, я Say вдохновляю to вас. God, what I did was so terrible that I deserve hell. Делать это часто, просто говорить, Бог, то, что я делал в своем прошлом, в реальности стоило того, чтобы отправить меня в ад. If you would send me to hell, no one can accuse you, God. Если бы ты просто взял и отправил меня в ад, никто бы не смел тебя You are упрекать. a righteous God. Потому что ты Бог праведный. But he forgot that he has been forgiven, and then he demands. Но слуга в этой притче оказался человеком, который очень быстро позабыл то, что ему было даровано, и требует от другого человека. Did not want to give grace. Тот не захотел This is дать what we do благодать. when we do not forgive. И, друзья, когда мы отказываемся прощать людей, это то, что мы делаем. So this phrase, I cannot forgive, is just a religious disguise of the true fact we do not want to. Знаете, и это к чему все тоже? К тому, что когда люди говорят, но я не могу простить, в реальности это неправда. Как этот слуга в притче, так точно каждый человек фактически говорит, я просто не хочу простить. I want to say this again because it's so important. Знаете, хочу это снова сказать, потому что это This очень phrase, важно. I cannot forgive, Фраза «я не могу вот это is a простить» religious phrase to cover up our unwillingness. это такая религиозная фраза, которой люди прикрывают свое нежелание прощать других людей. You understand that? Понимаете вы это? So he put him into prison. И он бросил этого человека в темницу, Then this story was told the king. и потом царь узнает о всем происшедшем. The king said to this first servant, come here, we need to talk. И 32 стих, и тогда царь позвал слугу. And he reminded him of what he did to him and how he showed grace.
И потом он дальше, 32-33 стих, он напоминает ему то, что он сделал по отношению к нему. Он напоминает об оказанной милости Ask him, и спрашивает его: would you not do with him what I did to you? так неужели и ты не мог простить своего товарища, как и я простил And тебя? this king became angry. И написано в 34 стихе: Is и this царь part- разгневался. Is this part of your image of God when you are stubborn and rebellion and you don't want to obey that he can become angry? Is this part of your idea of God? Друзья, это тоже важная часть нашего понимания Бога. Когда мы упираемся, когда мы сопротивляемся, когда мы не хотим сделать важные вещи, Бог может разгневаться. I know preachers, they go around and they preach a grace and a love of God and they say, whatever you do, God is always smiling. Знаете, я знаю лично таких проповедников, например, немецких, которые на любом собрании проповедуют и говорят: что бы ты ни сделал, это не заставит Бога перестать тебе улыбаться. And I say, try to raise your children like that. И я этим людям всегда говорю в ответ: попробуйте так воспитывать своих They do all детей. kind of crazy things. They burn up your house and you just smile. Пусть они делают все, что им вздумается, сожгут ваш дом, а вы просто будете улыбаться им в What ответ sweet и kids махать. do I have? И говорить: ах ты мой дорогой, I love you so much. It's ах, just как я wonderful тебя what you're люблю, doing. прекрасный ты мой, Excuse как me, все ты please. молодец какой. When we are resisting, when we are rebellious, Когда мы сопротивляемся Богу, when we когда say мы we живем don't want to obey, в бунте, и мы говорим: нет, я буду непослушен. God's face is changing. У Бога есть способность менять выражение лица, это точно. He gives grace to the humble, Потому что Бог but he resists the proud. смиренным дает благодать, а гордым Он противится. And willful disobedience, this is nothing else than pride. И осознанное, упертое непослушание способно разгневать Бога. So the king got mad, got angry, and delivered this guy to the tormentors. И здесь написано, что царь разгневался и отдал его в руки истязателей или мучителей Till he should pay all that he owed. до тех пор, пока тот не выплатит весь свой долг. Of course, this is a story. This is just a picture that Jesus is giving. Конечно, это такой прообраз, который здесь But рассказывает now in Иисус. 35, he explains. Но потом 35 point. стих, он фактически подытоживает все, о чем So он говорит. likewise shall my heavenly Father do also unto you. Вот это If- слово «так» можно перевести более понятным образом, таким же самым образом. Here Jesus says, my heavenly Father. И Иисус, обратите внимание, здесь говорит «мой Many небесный times, Отец». when he speaks about God the Father, he says, your Father in heaven. И Иисус очень часто, когда говорил об Отце Небесном, Он говорил «ваш But Отец here he's Небесный». very, very strong. He says, my Father. Но здесь Он делает такое ударение, и Он говорит I know «мой him. Отец Небесный». Фактически Он этим заявляет, Он говорит «это тот, которого я знаю лично». I tell you for sure, this is what he will do. Это мой Отец, которого я знаю. Я вас уверяю, Он поступит с вами if you точно так же. If you don't believe it, you have a false religious image of God. И если вы не верите в это значит, что вы живете с Богом, придуманным в голове. У вас лживый религиозный Бог, которого вы сами себе придумали. People that believe in a false love, when they read this, they say, this can't be true. Знаете, люди, которые верят в лживую любовь, когда они доходят до таких стихов God Писания, would они never- говорят, этого не может быть. God would never put me into prison, deliver me to the tormentors. Как это так? Бог отправит меня в темницу и даст меня в руки истязателей. Because his love, Карл, he это loves me so невозможно. much. Он любовь, He would never do любовь. that. Он никогда так не сделает, конечно же. This kind of teaching will never produce a healthy fear of God. И могу вам сказать, что подобного рода теологии, которые нынче популярны, они не способны производить в людях здравого понимания страха We Господня. have to trust God. When Jesus describes the Father, then this is how the Father is. И нам очень важно понимать, что то, как Иисус описывает Небесного Отца, это именно то, кто наш Отец. The God of the Bible will treat us like he has described in the Bible. That's why we have the Bible. Друзья, библейский Бог относится к нам точно так же, как Он оставил нам это в Библии. Он для этого нам в Библию и оставил, чтобы мы понимали. So our Heavenly Father will deliver us to the tormentors, which of course are demons. И, конечно, мы понимаем, что если я отказываюсь простить, то Отец Небесный отдаст меня в руки истязателей, то есть в руки демонов. If we don't forgive Если мы не прощаем, anyone who has hurt us, Он говорит, если вы не простите брата, хоть кого от всего своего сердца,
This is a very serious passage. Это очень бодрящее место Писания. You have to pay attention to it. И нам очень важно обращать на подобные отрывки So when we внимание. help persons, wounded persons, to be set free, we can ask them, what do you want? И когда мы помогаем, например, какому-то человеку освободиться от горечи, нам следует у него спросить, что ты хочешь? You want to keep your forgiveness. You want to have the love of God. Если ты хочешь сохранить прощение, которое тебе было даровано, и жить в Божьей любви, This is the only way. то тебе ничего в реальности не have to остается forgive. другого, тебе придется простить. Get this idea, I cannot forgive. You can. И, друзья, оставьте вы это в стороне. Я не могу простить. Because Каждый может You простить. don't have an unjust God. He never asks something from you that you cannot do. И почему мы можем простить? Потому что Бог наш справедлив. Он никогда не просит у нас сделать что-то, чего мы сделать не можем. So before you start the actual process of forgiving, you have to believe that God gives you the power, the ability to И do прежде it. чем вы подойдете к этому процессу прощения каких-то людей, надо тоже вначале обзавестись мыслью, что Бог дает нам всю необходимую благодать, чтобы мы могли простить от всего When сердца. God commands something, He gives the grace that we can do it. Друзья, Бог, когда дает нам заповедь, Он дает нам вместе с ней благодать ее исполнить. So let's go through the process. Поэтому давайте с вами пройдемся через этот процесс. We live with the Word of God. We fill our hearts with the Word of God. Then the light will begin to shine. Когда мы начинаем жить со Словом Божьим, и Слово Божье начинает светить в нашем сердце, And then we will begin to see reality. тогда мы начинаем в этом свете видеть, мы начинаем тогда видеть вещи такими, какие они в реальности. Bitterness, and a heart that doesn't want to forgive, is a different kind of sin like lying or stealing. И понятное дело, что горечь и непрощение – это несколько другая разновидность греха, которая отличается, например, от лживости или, там, я не знаю, когда ты украл что-то у When you кого-то. have stolen something, you know it. Это когда люди делают какие-то физические действия, они же осознают это. Okay, maybe after decades you may forget it, but Да, возможно, там, спустя in десятилетия general, you know it. мы забываем, но когда мы что-то делаем физически, But there's a great мы chance- это регистрируем тогда. There's a great chance you have the sin of unforgiveness in your heart and you have no idea about Но, it. к сожалению, то, что касается греха, непрощения и горечи, это часто такая вещь, прячущаяся, и человек может жить с ней, не осознавать So it's этого. in the same category like rebellion and pride. То есть это грехи внутреннего сердца, они невидимые, точно такие же, как, например, бунт или гордость. We might live in these things and we have no idea about it. Это такие вещи, в которых человек может жить и не отдавать себе отчет. I remember the early days of my Christian walk. Я помню, что в ранние годы моей христианской жизни And there was a youth meeting and a guy from America came у нас было служение, и там один американский проповедник, and служитель he приехал. said he will teach about the root of bitterness and the need for forgiveness. И он сказал, буду учить о корне горечи и о прощении. And as soon as I heard what he wanted to teach, I had no desire to listen to this. I thought this is just American psychology. Да, и когда я услышал, на какую тему он собирается говорить, я подумал, фу, это вообще неинтересно. Сейчас будет нам задвигать какую-то американскую психологию. You know, in those early days, I was for revival and Потому что в going те out, healing the sick and Юные seeing great miracles христианские of God. Let's do годы, it. я горел пробуждением, все давайте ринемся, исцелим больных. Ух. And this brother wanted to talk about forgiveness А and тут этот брат bitterness. со своим прощением, со своей горечью, кому And I надо. thought to myself, Я подумал, does he really believe that this is important for even one of us? я, знаете, вот так я надмевался и думал, интересно, он и вправду считает, что это окажется актуальным хоть для одного человека во всем собрании. Some years later, as I explained already, when my life got really bored with the Lord, Знаете, годы спустя, когда вот я как раз, помните, вам тоже говорил And I found- про то время, когда мне стало по-настоящему скучно в and I Господе. found the key for permanent growth and changes, А потом я нашел ключ к постоянным переменам и росту. which is living in the Word, allowing the Word to live in me. Как я вам рассказывал, когда ты начинаешь по-настоящему жить со Словом, и это Слово начинает поселяться в And I тебе. changed my lifestyle and began to fill my heart with the Word of God. И когда я годы спустя начал менять свой образ жизни, я начал наполняться Словом, Then I experienced what the Word says. The entrance of your Word gives light. и тогда я пережил то, что в Писании, в Псалме звучит так: «Вхождение Твоего Слова внутрь And I меня производит свет». I began to see many, many ugly things in my heart. И вдруг я начал видеть всякого рода уродства в своем And you сердце. know what the first thing was that I saw? И знаете, первое, что я увидел тогда, Bitterness. это горечь. If before I started to live with the Word, you asked me, is there any bitterness in your heart? I would say, no. Знаете, и я Everything's абсолютно all right.
уверен, да, это, что так оно и было. Прежде чем я начал жить со Словом, и Слово начало обнаруживать что-то в моем сердце, если бы у меня кто-то спросил, а у тебя есть проблемы с горечью? Какие Every проблемы man- с горечью? Every И, man thinks his ways are right, знаете, Писание поэтому и говорит, каждому человеку кажется, что его пути правильны. but it's God that is testing your heart. Но написано, но это Бог, который испытывает сердца. Let the light shine. This is the first thing. Поэтому, во-первых, нам Live важно in the удостовериться, Word. чтобы Allow the свет у Holy нас Spirit to внутри go горел. deep Друзья, еще раз вам говорю, And show живите you со what Словом. needs to be done. Позволяйте Ему приходить в глубины вашего сердца и показывать, что там должно происходить. Many times when people get confronted with the truth, the need for forgiveness, they say things like, okay, I decide I will forgive. Знаете, часто еще люди себя как ведут? Например, они вдруг сталкиваются с реальностью, что у них есть непрощение какое-то в сердце, и они такие, победоносно, сейчас принимаю решение простить. And I say, great, then let's do it. И потом я им говорю, ну хорошо, а теперь давай простим. They think, I will forgive, that's it. Людям No, кажется, что ты просто должен сказать, я прощаю, и все. let's go to lunch. И, Yes. и на обед We быстрее. go and then we eat. Да. We just go, not just go to lunch. We go there and we do it. Но вы же понимаете, что когда мы говорим, а теперь пойдемте пообедаем, мы же не застреваем просто на слове. Мы же потом идем и обедаем, правильно? So when I hear such prayers, I want to forgive my father. Поэтому, когда человек говорит, я сейчас хочу простить отца, I say, great, then do я it. говорю, хорошо, хочешь простить, теперь прости. Very important. Let it be practical. Давайте будем все практичными людьми. When you have a father wound, Например, когда у вас есть it's not рана enough от just a отца. general prayer. I forgive my father. That's it. Рана от отца. This is Этого not enough. недостаточно просто сказать, прощаю отца. This will not bring the healing. Потому что это не принесет нам исцеления. But what you do is, under the guidance of the Holy Spirit, Но очень нам важно, чтобы в такой момент под He водительством will bring Святого back Духа certain memories of stories that had happened, of incidents. Бог бы мог показать нам определенные истории, определенные события в нашей жизни. And then in prayer, and the best would be together with someone else who is a bit experienced in this, you go through this story. А потом, желательно при помощи какого-то человека, который хотя бы имеет понимание, как это происходит, And you are мы very способны пройти через эту историю. This is what my father did in this situation. Когда мы способны сказать, что отец сделал, And this is how I felt about it. как это заставило меня себя чувствовать в тот момент. And also, this is how I responded to his negative. И как я Treatment. отреагировал, например, на его то или иное действие. And I'll be precise. I forgive my father for doing this thing, and you name it. И нам очень важно тогда в процессе прощения конкретно обозначить, что было сделано не так и за что мы конкретно прощаем человека. And that means I release the debt. И это и I let означает, it go. я прощаю весь долг, я прощаю его. Lose my grip that I have around his throat. You pay me this. Я отпускаю свои руки с горла человека Release him. и освобождаю. That means I will never again, in my thoughts, in my fantasy, come again against him and say, you did this to me. Это означает, что больше никогда в своих мыслях, в своих каких-то воспоминаниях я не буду стоять и упрекать этого человека и говорить, вот так ты со мной поступил. No, it starts with a decision. It's not a feeling. Вне Forgiveness всяких is not a сомнений, feeling. это начинается с правильного решения, потому что прощение — это не чувство. It's an act of obedience. Это акт послушания Слову Божьему. And you need to understand, you speak and it happens. И нам важно осознавать, что я говорю, и это происходит. How we deal with the supernatural. В целом, наше взаимодействие с невидимым миром так и происходит. Like in the marriage vow. Точно так же, как, например, когда мы заключаем брачный союз с каким-то I don't know how we человеком. do it here, but at home, the husband is asked, do you want to take this woman as your wife Я for не the знаю, rest of your life? как у вас здесь людей женят, но, например, в Германии у мужчины спрашивают, ты такой-то, готов ли ты взять в жены такую-то женщину до конца своих дней? And love her like Jesus loves the church. И любить ее так, как Иисус любит свою церковь. And you do it in good and in bad days. Когда ты будешь это делать Do it и в добрые дни, и to в не the rest очень of your добрые, life. когда ты будешь это делать до конца жизни. And we ask the bride, Потом спрашивают невесту, want to love your husband готова ли ты взять And этого человека в мужья, add some more и details. обещаешь ли ты любить And этого submit to человека him like и the church is submitting to и Christ. быть покорной ему, как церковь повинуется Христу. then please answer yes. И, пожалуйста, когда вы говорите «да», наверное,
лучше прибавить с помощью Божьей. When I was a pastor, I was given this formula, and in this paper it was just yes, and I changed it yes with God's help. Знаете, когда мне, как пастору, приходилось, доводилось, лучше так сказать, женить людей, потому что, это такая стандартные, да, какие-то клятвы или обеты, которые люди делают, посвящая себя друг другу, у нас там в конце было: обещаешь ты, и просто ответ «да». Я это изменил. Я переписал и сказал, там будет только «да», с помощью And as Божьей. soon both said yes, И как только оба человека говорят друг другу I «да», say, hereby, with my authority as a man of God, I declare you to be husband and wife. и в этот момент у меня есть власть, и я это говорю. Я говорю, и сейчас властью, данной мне Богом, я объявляю вас или провозглашаю вас мужем и Scripture женой. says you are bound by the word of your mouth. Писание, к чему я вам это говорю, нам говорит, что мы все связаны словами наших уст. Now you are bound forever. It has Понимаете, happened. когда It has человек happened. стоит и говорит обеты, он связывает себя в духовном мире таким образом. Many people do not understand this. И люди не понимают этого And иногда. nowadays people get married and they just go to the state office and sign a paper. They are Christians. And they don't see the need to make a marriage vow before God and the church. Знаете, сейчас даже у христиан это модно пойти и просто зарегистрироваться, потому что на Западе можно зарегистрировать свой брак и в церкви, и, например, где-нибудь в мэрии. У нас это ЗАГСом называется, но это обычно в мэрии у них делается. И люди странным образом, они не хотят заключить завет брачный перед Богом в церкви. That tells me that they do not understand what a holy thing marriage is, and that is something that is established in heaven and will be lived out on earth. И мне это только говорит о том, что люди не понимают, насколько священную вещь, в какой священной вещи они принимают участие, потому что брак это священен. И то, что мы провозглашаем на небесах, потом это реализуется на земле. So something spiritual happens the moment you say, now I forgive my father. It can be your Поэтому- mother, your teacher, your pastor, whatever. Очень похожим образом, когда ты встаешь и ты в духовном мире провозглашаешь своими словами уст: я прощаю отца, я прощаю такого-то человека, какого-то учителя, кто бы это ни был. In this very moment, I sent away his debt over the mountains. В I такой will never момент go for it again. I will я never take it фактически back. провозглашаю и говорю: сейчас я на горы горные отправляю долг этого человека, и я не буду его больше требовать с него. And that means after that, you never talk to anyone Что подразумевает под about собой, this old thing. что после того, как ты Don't простил, do it. ты больше никогда не достаешь это и больше ни с кем это не обсуждаешь и не говоришь про It's это. gone. It disappeared. Потому что все, ты отпустил, Don't он try to ушел find it. на горные горы. Зачем бродить там и выискивать это снова? It would be a good thing to really to see yourself. Now I sent the debt away. Поэтому важно себя в такой момент видеть человеком, который долг, который нам задолжал человек, мы просто отсылаем, он исчезает. And I let him loose. И я руки свои с горла его убираю. That is forgiveness. Это и есть прощение. And in most cases, the pain is not gone in that moment. Хочу тоже подчеркнуть, что в такой момент чаще всего боль не покидает человека все еще. But that is not a sign or a proof that you have not forgiven. Но это не является доказательством того, что вы как-то некачественно простили. Forgiveness starts with an act of your will. It's a decision. Прощение начинается с акта воли, с решения. But after that, there's something else you can do and you should do. Но после этого есть что-то такое, что нам следует сделать. Start praying for that person. Начинайте молиться за этого человека. Pray, your heart has changed. Потому что когда вы молитесь за кого-то, это меняет ваше сердце. Remember Job? Помните Иова? What injustice he has suffered from his friends? Какую несправедливость он, например, пережил All даже these со religious стороны accusations. своих друзей, которые религиозно бесконечно обвиняли его. And scripture says God began to heal him, to restore him when he began to pray for his friends. И там есть один такой примечательный стих Писания, который мы находим в Иова, во всяком случае в английском переводе. «И Бог начал исцелять его сердце, когда Иов начал молиться за своих друзей». Pray for this person. Поэтому молитесь за людей, которые вас And обидели. imagine, this is something that a bitter person can never do. Imagine God loves this person in the same measure as he loves you. Представьте себе, Бог этого человека любит точно в такой же степени, как и вас. И человек с горечью никогда не может себе этого When представить. we are bitter, we see an angry God and we hope that very soon thunder
judgment will come on this person and just kill him. Когда в нашем сердце есть горечь, мы воображаем злобного, расстроенного Бога, который только и ждет, как молнию метнуть в этого человека. But when we start to believe God loves this person, Но когда мы начинаем представлять себе и верить своим сердцем, что Бог этого человека любит так же the сильно, как same меня, degree that he loves me. точно так же. And especially important in a situation where you forgive from your side and the other person has never admitted what he did wrong, Это has особенно never asked актуально, for forgiveness. когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы со своей стороны прощаем, а человек не готов не признать того, что он что-то не так сделал, ни тем более прощения за это попросить. If someone comes and asks for forgiveness for his injustice, then it's quite easy to forgive. Обычно, когда к нам приходит человек и просит прощения за нанесенную нам обиду, за какую-то несправедливость, нам еще как-то полегче простить. But we are talking about a person that did terrible things to you and he is not even aware of it. He doesn't know what he did and he just doesn't care. Да, He's happy and а теперь представляете себе ситуацию, когда человек сделал вам что-то ужасное, но он абсолютно этого либо не понимает, либо не хочет понимать, ходит себе там такой счастливенький, и плевать ему на все ваши чувства. we from our side, we forgive. Мы с нашей стороны прощаем. We don't say, well, when he will come back and ask for forgiveness, then I forgive him. Знаете, и это не так. Окей, когда он придет и, наконец, попросит прощения, я смогу ему выговорить все то, за что я его How прощаю. did God forgive you? Как Бог тебя простил, друг? Long before you were even aware of Задолго what до a bad того, person you are. как ты сам осознал, какой ты противный человек. Enjoyed his forgiveness when you repented, Да, конечно, вы смогли насладиться Божьим прощением, когда вы покаялись, but the разумеется. love of God was there always for you. Но always. Божья любовь, она была к вам даже до того момента, когда вы еще этого не осознавали. And then what I found out in my own situation, it is so helpful to think about the needs, the emotional needs of that person that has hurt you. Знаете, что еще мне лично помогает в таком процессе прощения? Когда я думаю о эмоциональных нуждах человека, которого я стараюсь простить тоже. That opens your heart for compassion. Это в определенном смысле привносит такую ноту сострадания к этому человеку. You realize the reason why my father was so harsh, so cruel, why he did these terrible things to me. Например, мы вполне же можем осознавать, что мой отец был ко мне крайне жесток и несправедлив. It's because he had such a father. Просто потому, что у него был точно такой же отец когда-то. Possible, check out who's the grandfather. How is Если he? возможно, вы можете узнать историю Maybe семьи, каким был, He's например, not дед. alive anymore. Да, и, возможно, эти люди даже не But живы you can уже. ask other people how Но he вы можете was. расспросить кого-то еще и And you просто see with послушать. the eyes of God, the reason why your father did this, because he was a poor, wounded, broken person, unable to express love. И мы можем тогда тоже принять просто эту данность, что наш отец мог вести себя так, как он себя вел, потому что, в свою очередь, он был разломанным, несчастным, каким-то глубоко поврежденным человеком сам. I truly believe that every father and every mother, down in their heart, they love their children. Я верю, что, в принципе, любой отец и любая мать где-то в глубине своего сердца But любят своего because of their ребенка. wounds, they were never able to express them. Но из-за своих собственных гигантских ран эти люди чаще всего не способны эту любовь And it makes a проявить. huge difference whether you say, my father never loved me, Знаете, гигантская разница говорить «мой отец меня никогда не любил». or if you say, he never showed it. I know he loved me, but he never showed it. Или He was просто not able to show it. признать, возможно, он и любил, он просто никогда не мог мне этого показать. From my own background, I could never remember a situation where I was on my father's lap and he would hug me and say good words. Например, я не мог никогда вспомнить ни одной ситуации из своего детства, когда я бы сидел, например, на коленях у своего отца, а он мне говорил что-то доброе. Words like, I love you, I'm so glad Типа, that I have you, Я you're my так рад, son. что ты у меня есть, что ты мой сын, я люблю тебя. I never, ever remember one situation like that. Я не помню ни одного такого случая за свою жизнь. But Но when I went through this process of forgiveness, God showed me my father loved me so dearly. когда я начал этот процесс исцеления и прощения, Бог показал мне, насколько сильно меня любил мой отец в реальности. It was not normal, it was not usual in our family to hug each other. Просто у нас еще была такая семья, где было не принято, знаете, как это говорится по-русски, разводить телячьи нежности. And in this process of forgiveness, God one day spoke to me and said, you go and hug your father. И в этом процессе исцеления мне Бог как-то сказал, а вот ты теперь иди своего отца обними. Will I tell you how I felt about this commandment? Знаете, какие чувства у меня подобные Божьи предложения вызвали? I said, Молниеносно. no way. Я сказал,
Ни за что. And I tried to help God to understand the situation. И я пытался еще и Богу объяснить, чтобы он I понял. said, this is not usual in our family. We don't do this. И я Богу говорю, у нас так не принято в семье, о чем ты? God says, I know, but you start doing it. Бог мне сказал, да я знаю, как у вас там не принято, но ты иди и сделай это. And as an act of obedience, I decided the next time I go home and visit my family, I will hug my father. И в качестве акта послушания я сказал в своем сердце, хорошо, I was- когда я встречу своего отца, в следующий раз я его I обязательно was so обниму. frightened about this idea. Вы знаете, и меня пугала такая перспектива отца обнимать. And the only thing that helped me that I made a vow to God, I will do it. И опять-таки мне мой святой обет Богу помог это осуществить. You know, sometimes we try to escape a situation. Well, when it comes to the right moment, then maybe then I do it. Знаете, как мы еще иногда пытаемся избежать чего-то? Мы говорим, ну, когда наступит правильный момент, подходящий момент возникнет, That тогда right я moment where you сделаю. feel now it's appropriate will never come. Знаете, и скорее всего, вот это время, когда нам будет казаться, что вот наступило это время такое подходящее, So as a step of obedience, его I никогда went может не and I hugged наступить. my father. Поэтому в качестве шага послушания я пошел и обнял своего отца. And he became thin like a pen. Человек как палка сделался, как And then бревно. in that moment I realized how poor he is emotionally. Знаете, и в этот момент я вдруг понял, насколько несчастно эмоционально этот человек. But it took him some years and the moment came where he would enjoy my hug. Знаете, и Some ему years. потребовалось несколько лет, прежде чем он перестал съеживаться, когда я его обнимаю. И он смог даже как-то обрадоваться и реагировать, как будто ему это нравится. In the beginning it was so formal, Вначале мы вот так обнимались. but Наверное, как два later бревна. he could enjoy it and he was waiting for it when I come. А позднее он этим наслаждался даже. Он ждал, пока я So- приду, буду его обнимать. This is a miracle. Your forgiveness can Знаете, это set чудо. the other person free. Потому что ваше прощение может очень сильно You освободить get другого changed. The человека. love flows through you and this person Ты gets changed. меняешься, потому что через тебя потом начинает течь Божья любовь к этому человеку, которого ты прощаешь. И менять его тоже. Another thing we can do. И еще что мы можем сделать? Now, hold on. Ну. Fasten your seatbelt. Да, пристегивайте ремни. Сейчас еще будем. Begin to thank God that that He allowed you to go through these terrible situations of being wounded. Ну да, пристегните ремни, потому что было бы хорошо, если бы вы начали благодарить Бога, что Он вам позволил пережить все эти ситуации, в которых вы получили свои раны. Imagine your reaction. Я могу себе представить I вашу should be внутреннюю thankful реакцию. that God allowed me to go through this. О, это что-то новенькое. Еще мы должны обрадоваться и благодарить Бога Are за you все out of your те mind? травмы, через которые мы прошли. Ты ум потерял, Хартвик. Wait a minute. Но знаете что? God doesn't make any mistakes. Бог никогда не делает He никаких ошибок. knew and He chose the right family where you were born in. Бог знает, и Бог подбирает для нас соответствующую семью, в By которой мы His рождаемся. wisdom. По своей мудрости. Understand, not what happened is crippling your soul. Потому что нам всем следует тоже это признать, что душу нашу убивает не то, что было сделано, But how you respond to it. то, как мы отреагировали на то, что произошло. The problem is not what has happened, the problem is how you respond to it. В определенном смысле сейчас вся проблема заключается не в том, что мы пережили, а в том, как мы на это In a откликнулись. counseling session, a lady said to the counselor, "My father destroyed half my life." Я просто помню такой случай, когда на вот такой встрече, когда человек служил женщине, и она говорит, мой отец просто забрал у меня половину жизни, он уничтожил эту половину жизни. And he said, "And if you don't forgive, he will destroy the second half as well." И человек, который служил, говорит, ну так если ты не простишь, он заберет и вторую The половину problem твоей is жизни. the father within, not what happened 30 years ago. The problem is the father within now. Знаете, это не отец, который что-то там когда-то сделал, да, и несправедливо сделал, а потом это уже отец, живущий внутри нас. Have a God that can turn the worst things of life into a blessing. Наш Бог способен все искупить, и Он способен самые ужасные вещи из нашего прошлого обернуть нам The во благо. greater the wound, the greater the blessing. И чем глубже раны, тем больше благословения. Jesus took our sickness, Иисус взял на себя наши немощи, and therefore he has authority to heal.
Именно поэтому он имеет власть исцелять. Spoke about Joyce Meyer, who suffered this terrible abuse. Я вам уже говорил про Джойс Майер, которая, это правда очень известная история всего того насилия, которое эта женщина пережила. Because she received God's healing, now she has authority to minister to women in this area И потому and the что whole planet. эта женщина получила исцеление от Бога, у нее есть реальная духовная власть служить женщинам в каких-то таких вещах по всему So миру. your wound with the Father can turn into a source of blessing for many. Поэтому в определенном смысле ваша рана, которая у вас, например, случилась с вашим отцом, это то, что может обернуться в гигантское благословение для очень многих людей. This is a tremendous lesson we get from the story of Joseph. Знаете, это вот такая же поучительная история Иосифа. Remember, he was the special son and the others were jealous. Некогда он был самым любимым сыном у своего отца, и другие братья очень сильно завидовали. And they got so mad with him that finally they wanted to kill him. И в конечном счете они настолько обозлились на него, что они просто хотели от него But избавиться. then they did something else which is even worse than killing. А потом они сделали что-то, что можно посчитать чем-то еще более ужасным, чем просто кого-то убить. They sold him as a slave. Они продали его в рабство. They thought to themselves, if we kill him, okay, then he's gone, but what do we have out of this? Let's sell him, then we have the money. Да. This is even more Вы evil. понимаете, какой это ужас, когда они подумали, ну сейчас его убьем, никакой выгоды не выгодаем себе. Давайте его продадим, хотя бы деньги у нас от него останутся. So if you talk about being wounded and Ужас. treated with injustice, that was such a case. Знаете, если, конечно, мы хотим говорить о каком-то злоупотреблении, если мы хотим говорить о каком-то насилии, это вот просто вопиющий случай, который произошел. So he was sold as a slave and brought to Egypt. Его продали в рабство, он попал в Египет. Why Egypt? Почему, кстати, Египет? Because God saw in the future Потому что Бог there will видел, be a drought, что в there will be no будущем food. будет ужасная But засуха, in не будет Egypt there will be урожая. food. Но в Египте будет урожай и будет хлеб. God's people had to go to Egypt and ask for bread. И что Божьему народу придется пойти и просить хлеб в Египте. And that's why Joseph said later, when everything was opened and he should, you know the story, when he revealed himself to his brothers. Именно поэтому, как вы знаете, конец истории, когда Иосиф, уже все там, закончились его страдания, и он открылся братьям. He was in high position and he had the authority over the bread. Как вы помните, он находился там на высочайшей позиции власти, у него была власть над And his хлебом. brothers came and asked for bread. And they И- didn't know that the man in authority is their brother that they sold. They didn't know. И пришли братья просить хлеб в Египте, и они не знали, что этим хлебом управлял их брат, которого они продали в рабство. And he said, God sent me to Egypt. И Иосиф говорит, сам Бог отправил меня в Египет. But wait a minute, we know how he came to Egypt. He was sold as a slave, so his slave owner brought him to Egypt. И вы скажете, да нет, какой Бог его привел в Египет? Мы знаем, его просто продали работорговцу, который его приволок в Египет. And usually a slave owner was not a very gentle man. И однозначно работорговцы во все дни никогда не были джентльменами. So that means all those years when he was a slave, he saw himself in the hand of God. И интересно, это просто дает нам понимание, что все эти годы, пока Иосиф был в рабстве, он понимал и видел себя в Божьей руке. Even when he was falsely accused and put into prison, Даже когда его лживо обвиняли, из-за этого он попал в he тюрьму. refused to see himself as a victim in the hand of man and the devil. Он отказался видеть себя жертвой, которая вот встряла в руке людей, в руке дьявола. Saw himself all the time in the hand of God. Удивительным образом он всегда видел себя в Божьей And руке. that was his secret why he didn't turn bitter. И это и был его вот такой секрет, который помог ему не превратиться в человека, наполненного горечью. God is my helper. What shall man do to me? Потому что Бог мой помощник, что сделает мне человек? Then when he revealed himself to his brothers, И потом, когда он открыл себя своим братьям, spoke this tremendous sentence. он сказал совершенно фантастическую You вещь. meant it for evil. Он сказал, вы преднамеривали сделать мне зло, Told me as a slave. когда они продали So его в that means рабство, he could разумеется. still remember the injustice. Это означает, что у него не было амнезии, But он помнил no pain. всю несправедливость, которая No с ним accusation. произошла. Но у него не было ни боли, Why? ни осуждения на этих людей. Because he Почему? learned the lesson of forgiveness. Потому что этот человек meant научился it for evil. уроку прощения. But Он God говорит, meant it конечно, for good. вы хотели обернуть это мне во зло, но Бог обернул это все мне во благо. That brought me to the idea. God can use the injustice of the brothers to create blessing. Это, конечно, дает нам понимание, что злоупотребления, которые братья сделали с ним, Бог смог
перевернуть в благословение. I needed that revelation Лично мне такое at a certain point откровение of my life. тоже очень сильно And I can truly say, Помогло. the ministry that we are doing now for 27 years когда в служении у нас возникла одна ситуация, и тем служением, которым я занимаюсь уже 27 This лет. ministry that we're doing now is a fruit of a major injustice and betrayal that I experienced. И знаете, я могу сказать так, что это 27-летнее служение оказалось плодом жесточайшей несправедливости, That was которую the- я пережил в своей That жизни. was the greatest wound that I ever suffered, much more severe than what happened in family, much more severe. И я могу вам сказать, что эта рана, которую я пережил в своем служении некогда, она была намного страшнее, чем то, что я пережил, например, в своей семье. And thank God that I got this revelation of Joseph before it happened. Да, и я благодарен Богу за то, что это откровение, которое я взял у Иосифа, было у меня еще до того, как это произошло. And I could believe in a God that can turn injustice into blessing. И я мог верить Богу, что всякую несправедливость в моей жизни Бог силен обернуть в благословение. That's why we, my wife and me, we can do today was never possible before. Именно поэтому сейчас я могу сказать, спустя столько лет, я и моя жена, мы занимаемся чем-то таким, что было бы абсолютно невозможно иначе. So their injustice helped us to come into our ministry. И интересно, что глубочайшая несправедливость каких-то людей помогла нам войти в наше служение. With all my heart, I can say thank you for that. И Thank you. от всего своего сердца этим людям я могу сказать огромное вам мерси. I wouldn't tell them into their face because they would not understand. Да, благодарение Богу за это. They think I'm mocking them. Я, конечно, не стану говорить им это в лицо, просто потому что они не в состоянии это понять. But to my wife and before God, we can say, Но мы с we женой are so вместе перед thankful for Богом what has можем happened. совершенно искренне сказать They helped to birth a ministry. Oh, благодарение за hallelujah. все, что эти люди сделали, потому что через это родилось наше подлинное служение. Аллилуйя. So forgiveness is complete when you have this peace in your heart. It's okay what happened. It Поэтому- doesn't mean it was right. I don't say that. Понимаете? И внутренний цикл прощения завершен, когда мы находимся вот в таком состоянии мира и благодарности. Причем я ни в коем случае не хочу сказать, что то, что делают нам люди, несправедливо. Это нормально и хорошо, и пусть делают дальше. But I can say, thank you, God, that you allowed me to go through this. Но я могу с искренним сердцем сказать: Бог, спасибо тебе за то, что ты дал мне все это пройти. I can imagine for some of you who are still in the wounds and the pain, this is just almost unbelievable. Я понимаю, что для некоторых из вас, кто все еще, у кого есть, можно сказать так, кровоточащие раны до сих пор, то, о чем мы говорим сегодня, кажется просто And you невыносимым. may think, I don't imagine that I ever come to such a place. И, of может быть, вы сидите и thanksgiving. говорите: я не думаю, что у меня когда-нибудь дойдет до вот этого благодарного сердца. But you can say, I believe in the God of the Bible. Но вы можете сказать: я верю в Бога библейского, Takes what people meant for evil and makes it for good. который способен взять все, что люди преднамеривали мне во зло, и Он способен That's what he обратить это can мне do. во That's what he благо. wants to do in my life. Это то, что Он может сделать, это то, что Он хочет сделать в моей жизни. And Holy Spirit take me through the whole process И Дух of Святой forgiveness. способен провести меня через весь этот путь And прощения. at the end, there will be a heart and peace and no more pain when you look back to those old memories. И в конце мы имеем сердце, которое обитает в мире и которое, оборачиваясь на все боли и несправедливости, этой болью не ощущает. God is a God of miracles. Потому что Бог наш, Бог чудес. И Он может это wants сделать. to do it. И хочет это сделать. Father in heaven, Отец Небесный, we thank you for your mercy. мы так благодарны Тебе за Твою We милость. thank you for the great compassion that you have for us. Мы благодарим Тебя за это великое, Господь, сострадание, которое Ты испытываешь к нам. And Father, I pray especially for those who sit here and are still hurting. Отец, я особенно молюсь сегодня за тех людей, которые сегодня находятся с нами, но они все еще живут в своей боли. And who spend a lot of energy not to think of the bad things of the past. И которые тратят столько внутренних сил для того, чтобы просто не думать о всех своих старых травмах. Who are struggling and try to push down those bad Я молюсь memories. за тех людей, которые борются внутри и пытаются заткнуть и утрамбовать свои внутренние переживания. Father, I pray for the spirit of revelation Отец, я молюсь о духе to see откровения, your heart,
чтобы мы могли Your видеть willingness not Твое just to forgive, but to сердце, restore Твое желание не только простить, но и восстановить, and to heal every wound. и исцелить всякую рану. I pray that through this message, faith for inner healing comes. Я молюсь, Господь, чтобы через это слово вера во внутреннее исцеление просто пришла. And the courage to take the necessary steps. И вместе с ним мужество сделать какие-то практические шаги. Let those dear people look up and believe there's a mighty Savior. Я прошу Тебя, чтобы каждый из этих людей мог посмотреть наверх и увидеть великого He Спасителя. came to heal the brokenhearted. Бог силен спасать, тот, который силен исцелять сокрушенных He came сердцем. to heal me from my pain, И спасибо, что Он пришел для меня тоже, чтобы исцелить мою боль from the shame и избавить and меня the от всякого self-despise and self-rejection. стыда, от всякого презрения к себе. Come, Holy Spirit. Дух Святой, приди, Infuse hope into these hearts. излей свою надежду в сердца. There is a way out of my pain. Эту надежду, что да, я могу выйти из всей своей боли. Healing is waiting for me. Исцеление ожидает меня. I decide. И я выбираю I learn to trust my God even in these areas. учиться доверять моему Богу даже в этих очень болезненных сферах. I will no longer accuse him. You made a mistake and you allowed these terrible things to happen. That was wrong. Я отказываюсь обвинять Бога и говорить, зачем ты позволил всему этому случиться, это несправедливо, ты сделал ошибку. And I speak, there's the whole help of the Holy Spirit И я говорю помощь Святого Духа, to believe in a miracle of healing a broken heart. чтобы верить в это чудо исцеления для всех сокрушенных Come, Holy сердцем. Spirit. Дух Святой, приди Minister this hope to Служи. the hearts that are hurting. своей надеждой каждому больному And сердцу. let them take courage. Господь, и пусть каждый обзаведется смелостью, I will take those steps of obedience. что да, я просто пойду и буду делать шаги be веры completely в послушании, и я буду полностью восстановлен. And all the pain I went through will become a blessing. И вся боль, которую я пережил, help превратится в благословение, Help others. чтобы помогать другим людям. Bless their hearts. Благослови, Господь, их сердца. They go with these words and take steps of obedience Господь, чтобы они пошли now and in the coming days. и делали эти шаги послушания сегодня и в наступающие дни. Thank you for your wonderful grace. Спасибо Тебе за Твою удивительную That we didn't благодать, deserve. которую никто из нас не And заслужил. we pass it on. И мы передаем to эту everyone that благодать. does Мы not deserve it. передаем ее точно так же всем тем, которые ее не заслуживают. You make it possible. Ты сделал это Thank you, возможным. Lord. Спасибо, Господь. Amen. Аминь.